Уважаемые слушатели курсов подготовки по различным модулям, основы религиозной культуры в целом и светской этики. Фамилия моя Мытыпова Гунсума Сандаковна. Мытыпова Гунсума Сандаковна. Доктор исторических наук. Кафедра религиоведения и теологии. Конечно, сейчас в эти дни перед вами и так уже начали выступать и специалисты. У нас, так же как у вас, у преподавателей средней школы, существует специализация. Кто-то ведет, например, если даже гуманитарный блок, то мы каждый по той или иной теме. Область моих научных интересов, я хочу сказать, что это история религии. В данном случае история и культура православия. Кандидатская и докторская диссертации были написаны по истории православия. По истории и культуре православия выпущены и изданы где-то 4 монографии только по этой теме, ну, свыше где-то 50-60 научных статей. И также по истории и культуре буддизма, в том числе истории дацанов. Конкретные дацаны или же биографии буддийских иерархов. Ну и еще область научных интересов – это предметный мир, музейное дело. Значит, и как раз вот эти направления, они соприкасаются с целями, задачами ваших дисциплин. Поэтому сегодня, в эти дни, мы поговорим, я думаю, что достаточно по интересным направлениям. Первое направление, которое перед вами прозвучит, это будет архаичные верования бурят. Поскольку вы перед собой всегда, или ваши дети, наши дети, видят, например, на каждом горном почти перевале, значит, деревья, березы, кустарники, которые обвешаны небольшими такими знаками, платочками, хадык, значит, ленточками и так далее. Да? Что это? Дети ваши всегда будут спрашивать. Это называется дать понятие вообще о природном и культурном ландшафте. Что это такое? И это достаточно доступным языком, а для того, чтобы к этому прийти, конечно, нам нужно знать, поскольку это курсы повышения квалификации, насколько вы готовы провести, например, предварительные беседы, когда будете вести до конкретных уроков, вы обязательно касаетесь этого вопроса. Независимо от того, в Бичуре или находятся средние школы, дети у вас, дети носители традиционной семейской культуры, или же это же наполовину село Бичура, например, да, это же, считайте, чисто русское православное население и русское старообрядческое население. Потому что вот историю Бичуры, например, вот, сейчас будем обсуждать кто откуда, как раз мы должны с вами выяснить, каким образом надо подходить. И, безусловно, там есть и буряты, и украинцы, и разные национальности. Все 150, может, нет, но тем не менее почти в каждом микрорайоне города Улан-Удэ, или же также в каждом населенном пункте Республики Бурятия у нас очень такой разнообразный, разный этнический и религиозный состав, скажем так. Поэтому будет вот такого рода мой первый блок, то, что мы с вами пройдем. Второй блок, конечно, с коллегами переговорили, буддизм. Вроде бы мы тоже знаем, что это такое. Вы, в принципе, у вас пособий, у вас очень много, значит, и по христианству, и по буддизму, ну, по исламу, возможно, сейчас особо, наверное, на территории нашей республики не ведутся занятия, но, тем не менее, вы должны быть и к этому тоже готовы. И я коснусь, конечно, еще более, почему надо работать, почему нужна специальная подготовка для того, чтобы вести.
Я, например, более четверти века занимаюсь религиозными вопросами, да, и всегда думаю, что вообще каждый раз думаю, что когда что-то смотрю или с кем-то общаюсь, да, и считаю, что вообще ничего не знаю. Ну так, ощущение бывает. Вот в январе месяце 42 человека у меня было, это воспитатели детских садов, которые запросили в пединституте религиоведение как таковое. Мы с ними достаточно плодотворно поработали, да. Конечно, не так за один или за 4 лекции невозможно все пройти, но хотя бы пути. Но от них я получил очень много интересных таких данных, и поэтому я вам написала свой электронный адрес. Я бы хотела, чтобы я вам буду давать задания в процессе, например, наших. И вот ваше, как вы будете, вот я сказала, что мне не нужно, например, данные с интернета, с различных книг и источников, я их знаю. Мне нужно, чтобы вы свою религиозную ситуацию, вот как раз предыдущая Светлана Владимировна вам читала, да, предыдущая лекция, религиозная ситуация в целом по республике, по России и прогнозы, а мне, например, лично нужно знать, знаете ли вы религиозные ситуации у себя в микрорайоне, в районе и в селе. Поэтому пишем, сразу я вам даю задание, для того, чтобы, когда будут эти лекции, чтобы вы могли ответить на этот вопрос. Религиозная ситуация. Давайте околокультурное пространство школы. Религиозная ситуация, двоеточие ставим. Околокультурное пространство школы. Я же не знаю сейчас, на сегодняшний день, когда у вас, в каком вы, в Улан-Удэ, в Бичуре, в Мухашевире или где, но тем не менее нужно знать. То есть религиозная ситуация. И на какие вопросы я бы хотела, чтобы вы ответили. Вы обсуждаете ли, первый вопрос, вы обсуждаете ли с родителями их религиозный опыт, скажем так, ситуацию, и беседуют ли с детьми родители на вопросы религии? Если кто-то уже ведет занятия, например, да, если для тех, кто ведет и вообще. Второй вопрос, второй блок, я бы сказала бы. Какова религиозная составляющая у вас в классе с родителями? Религиозная составляющая. Кто они по вероисповеданию? Есть ли предпочтения такие? Возможно, атеисты. Второй вопрос. И желательно, чтобы вы, если, может быть, я еще, может, добавлю какой-то вопрос еще по ходу нашей сегодняшней встречи, но я хочу сказать, что здесь вы пишете, как вы поняли, не надо никаких, я бы сказала бы, приукрашиваний, никаких формулировок. Как вы вот сели, вот я вам задала вопрос, и начинаете просто, у меня микрорайон такой-то, считаю, что они вот, родители, ну, ходят там на обол, скажем, да, дацаны ходят, в церковь ходят, или не ходят, или вы об этом не знаете, и вообще не обнаруживаете никак их религиозные предпочтения. Почему? Потому что без знаний вот этих материалов, например, да, вам невероятно будет сложно вообще понять и как вести вообще с детьми работу. Вот этот первый блок, на который я хотела обратить внимание, это для чего вот я вам задаю? Для того, чтобы, когда мы с вами пройдем несколько блоков, разделов тем, например, да, чтобы вы могли осмыслить, а что вы хотели бы. Потому что из опыта преподавания основ религиозной культуры я проводила в Северобайкальске, достаточно большой был состав преподавателей. Мы работали долго, неделю, наверное, даже больше. И так получилось, что когда вот ответ я получила, какие они, как надо, у них было очень много вопросов в конце. И мы постарались как-то разрешить, и мы переписывались.
И вот когда узнали, что с Иркутской области позвонили Саянск, город Саянск, когда узнали, что в Северобайкальске такие провели, ну, видимо, друг друга знают, и попросили, чтобы я со своей группой приехала и провела для них семинар. Я говорю, нет, конечно, это же территория Иркутской области, там у вас иркутяне, преподаватели, профессора Иркутского госуниверситета и пединститут, этот самый есть. И программы им всем, конечно, отправила, программы, концепции таким образом. И вот хочу сказать, что в течение последних где-то 5 лет мы проводим эти занятия, все в разных, где в большей степени, где в меньшей степени, но достаточно сложно. Вы же все владеете пособием, у вас есть, посмотрели вы образцы, например, есть обмен опытом, методички различные есть. Уж что-что, а за последние 2010 года, считайте, за 7-8 лет издано работ, рекомендаций великое множество. Согласны со мной, да? Они есть, но когда, например, в прошлом году, когда мы проводили курсы, оказалось, что директор одной из таких уважаемых директоров гимназии Улан-Удэ, она сказала, как я могу перед 4 классом, она говорила скороговоркой такой, как я могу просто объяснить, я еще записала, но кто такой Будда, Моисей, Иисус Христос, там, кто у нас еще, и потом все основные понятия, там, что такое религия, вера, храм, церковь, дацан, мечеть и так далее. Как я вообще объясню? Это же невозможно. И мы тогда долго тоже работали с каждым, и поэтому мы будем с вами дискутировать. Вы можете задавать вопросы и свои пояснения, например, можете дать. Потому что по формальным признакам, как бы, вот этот курс, он уже готов, его может вести, в принципе, любой педагог, любого профильного образования. Но, тем не менее, я считаю, что достаточно сложно. Поэтому запишем первое, к вопросу о методике. Первый маленькая ремарка, я бы сказала. Это из концепции вообще образования, но образования религиозного. Это ответ на вопрос директора гимназии, что дети не могут понять, и поэтому, боясь всего, сразу идут на основу светской этики. Это направление, я считаю, что это неверно. Почему? Потому что рано или поздно, в этом году или на будущий год, уже вовсю идут ОРПС, например, по всему российскому образовательному пространству, да, и поэтому она имеет дальнейшую перспективу. Вы знаете об этом. И поэтому не только там в 4 классе, она будет во многих классах, факультативы, внеучебных, как хотите. Потому что от этого, в принципе, не уйти, но все равно придется работу вести. Поэтому запишем: дети способны усвоить содержание религии. Дети способны усвоить содержание религии. Это я взяла с концепции православного воспитания. Я считаю, что достаточно интересно это самое. Я специально сделала такую папочку, потому что здесь материалы, которые я подобрала, я вам в электронном виде, если хотите, вот отсюда можете на свою флешку взять. Но давайте обсудим. Здесь, конечно, даны, что в глубине души человека лежит и потребность в религии. Дети наравне со взрослыми, даже лучше, их могут усваивать христианские истины, я бы сказала, религиозные истины. Или же детский возраст – это пора живых впечатлений, жизни сердца, а не рассудка. Самое удобное время для воспитания религиозных чувствований. Есть настоятельная необходимость начинать
религиозное воспитание в самом раннем возрасте. Ну, дальше автор пишет, автор концепции, это не один человек, здесь принимали участие ученые, исследователи, религиозные деятели, в том числе и священнослужители православной церкви, и также методисты, педагоги. И вот вы можете где-то записать, это концепция дошкольного воспитания, существует такая. Концепция дошкольного воспитания. Но она абсолютно, это, 4 класс, почему-то они к этому, к среднему образованию они не стали, поскольку религиозная организация, вы знаете, церковь отделена от государства, и поэтому невидимо не стали. Это концепция православного дошкольного воспитания, один из небольших разделов. Теперь самое важное, что я вам сказала, что действительно работа с родителями, что эта семья важнейшая форма организации жизни каждого из ее членов, основана на супружеском союзе и родственных связях. Если с семьей будете знать ситуации в семье, то и именно религиозная ситуация, то, безусловно, вам будет гораздо легче. Ты там сильнее чихай. Так, теперь хочу задать вопрос. Кто впервые у вас ведет, будет вести? Вы будете? О, новички, ну хорошо. А кто уже ведет давно? Год, 2? Еще поднимите руку. Вы видите? Один год, да? Какой предмет вы видите? Светскую этику. Светскую этику, а вы? Основу мировых религиозных. А вы? Тоже под основу светской этики. Основу светской. Ну, вы тогда очень хорошо, когда бывает, что Каменская средняя школа, Каменский район, они, например, уже несколько лет ведут, и получилось, что в принципе у них уже наработан такой опыт, но и в то же время, когда мы как бы проверили, например, как ведут, мы же дискутировали, обсуждали, и получилось, что, конечно, там достаточно много такого, хороший опыт есть, а в то же время такой формальный подход имеется. А вот для того, чтобы очень много литературы будете рассматривать, а все равно, а каким образом? И поэтому второй вопрос, который мы с вами не обсудим, но здесь понятно, да, что надо работа с семьей, с родителями, я только небольшой маленький абзац. А что дети способны понимать религиозные вопросы и проблемы, это вы, чтобы вы поняли, что не думали, что в 4 классе, о чем я там должен рассказать. А вы же законодательство вам сказали, что священнослужители, ЛАН, например, или же ну, вообще представители религиозных организаций, они не допускаются для ведения занятий, например, да, в средней общеобразовательной школе, согласно законодательству, но тем не менее пригласить, например, на какое-то мероприятие вы можете. Приглашаете, и, конечно, идет, если занятие, встреча, например, под вашим патронажем. Это достаточно интересно, потому что когда вот священник ведет, дает, например, или лама ведет, дает разъяснение на небольшой как бы круг вопросов, да, это совершенно другое. А мы же с вами светские люди, у нас другое, мы педагоги с вами, методикой владеем и так далее, значит, быстро мы можем войти. А дойдет ли вот эти познания до ребенка, тоже вопрос сложный. Теперь, поскольку у нас курсы повышения квалификации, и регион у нас достаточно сложный, пестрый, я бы сказала бы. Когда выступала на одном из, ну, там, на ученом совете Славянской академии в Москве, и сказала, вам хорошо, москвичам, ну, то есть европейской части России, у вас монорелигиозная ситуация. Вы попробуйте поработать в полирелигиозной ситуации с населением. Это абсолютно сложно. И вот когда получила вот в январе месяце свежайшие данные о всех религиозных, я попросила вот
те, которые обучаются, попросила, чтобы они религиозную ситуацию обрисовали. И получилось, что семьями они, их личный религиозный опыт я попросил. Они ходят, значит, в Дацан, семья русско-бурятская, например, и ходят в церковь. Потом Пасха идет, отмечает, значит, Сагалван идет, отмечает. Ну, то есть, это же языком, ну, научным языком, можно сказать, религиозный синкретизм. Потом идут к шаману все вместе, ну, к примеру говорю. Ну, я утрирую, конечно. Ученые называют это мультикультурализм, но, тем не менее, когда вы видите, что у нас вообще, каким образом идет, митрополит, например, Саватий, глава Русской Православной Церкви в регионе, он как-то говорил, толерантность, хорошо бы, ну, такую, как же он сказал-то, толерантность – это же терпимость, а в данном случае, скажем, религиозная веротерпимость, толерантное отношение, да, друг к другу и к религиям вообще, но все-таки она должна быть, он как раз сказал, что, ну, толерантность, он, видимо, призывал православных верующих для того, чтобы, ну, сдерживали себя, если вы ходите в церковь, ходите в церковь. Это к вопросу к родителям. Но сейчас они, конечно, над этим работают, точно так же и буддисты. Вот а для того, чтобы я уже о шаманах, о шаманской религиозной организации я уже не говорю. И для того, чтобы понять вообще, что у нас происходит, поскольку это курсы повышения квалификации, я решил вам дать небольшой такой материал. Запишите Мирча Илиады. Сейчас я его, по-моему, где-то должно быть. Мирча Илиады. Вы слышали о таком человеке? А? Нет. Не слышали? Вот. Давайте-ка я немножко это подредактирую. Мирча Илиады. По 16 сделаем. Полуторный интервал сейчас. Человек жил в начале 20 века, он по своему происхождению румын, но о чем он писал? Он написал ряд интересных книг, я дальше вам дам список его работ, но самое главное – сакральные и профанные. Сакральный и профанный мир или сакральный и профанный. Запишите, пожалуйста. Сакральные и профанные. Как вы думаете, что такое сакральное? Это вы должны вот, это теория. Что такое сакральное? Какое? Таинственное. Таинственное, сакральное. Что это? Божественное, абсолютно верно. Священное, сакральное. А профанное, как вы думаете? Вы вот... Слово профан. Ребят, у вас же... Вот это основа вот нашей дисциплины, основа религиозной культуры, да, профанное и сакральное. Сакральное, давайте напишем так. Я просто еще раз зачитаю, чтобы Мирча Илиады это я биографию, а здесь запишите. Все предпринятые до сих пор попытка дать определение феномена религиозного, все предпринятые до сих пор попытка, скажем так, дать определение феномена религиозного
феномена религиозного это первое, но это я так его сокращаю, он немножко по-другому пишет. Сакральная и религиозная жизнь, с одной стороны, сакральная и религиозная жизнь. То есть священная, да? Или божественная, как мы говорим, тоже можно. Сакральная. Сакральная и религиозная жизнь, с одной стороны. С другой стороны, профанная и мирскую жизнь. Профанная и мирскую жизнь. Поэтому, получается, мы с вами живем обыденной жизнью, родители ваших учеников живут обыденной жизнью, но рядом профанная обыденная жизнь, а рядом есть сакральная или священная религиозная жизнь, да? Два таких. И как они соединяются, каким образом это происходит, и как раз Мирча Илиада в своей книге «Сакральное и профанное» он рассуждает. Для этого двоеточие мы ставим, или надо обсудить, для того, чтобы понять феномен религиозного, необходимо обсудить факты религиозного. Вот теперь давайте вы мне подскажете, какие факты религиозные вот в вашей жизни, в вашей даже личной жизни, какие мы факты религиозные перед собой видим? Праздники религиозные пишем. Вот факты религиозные записали, давайте напишем. Это потому, что вам пригодится по урочный план составлять себе. Праздники. Какие праздники религиозные? Рождество, Пасха, Троица. Христианские праздники так. Сагалган пишем так. Ну, праздники. А еще что факты религиозного перед глазами у нас что? Церкви. Да, здание храмов. Здание храмов вы потом поставите в первую очередь, скорее всего. Здание храмов, церквей, досанов. Храмы можно общие. Так. Факты религиозные тоже молитвы, это очень хорошо сказано. Где-то тоже запишите. И еще какие факты религиозного? Вот то, что с чего я начала, на каждом горном перевале в Байкальском регионе можно увидеть и в Центральной Азии, в Башкирии, в Удмуртии, в Татарстане, где угодно. Среди народов Сибири, Азии и Африки тоже можно увидеть, правильно, да? То есть обожествление горы, ну иконы. Пишем, вот такой наборчик делаем. Храмы, иконы. Что еще мы пишем? Священники, люди. Да, обряды пишем где-то. Потому что мы все это будем препарировать с вами. Согласно теории, теоретических предложений, которые Мирча Илиада написал, священные и профанные. Что это теория? Так. Теперь посмотрим. Давайте выводы сделаем. Разнообразие этих религиозных или сакральных фактов пишем. Разнообразие этих сакральных или религиозных фактов
или количество проявлений сакрального достаточно разнообразно, напишите. Достаточно разнообразно. Ведь речь идет о ритуалах, первый пишем, мифах, божественных образах. Ведь речь идет о ритуалах, мифах, божественных образах, священных и почитаемых предметах, символах, людях, получивших посвящение, животных и растениях. Мы к этому придем. Животных и растениях, запятая, священных местах и многом другом. И многом другом. Ой, пожалуйста, со своим платком, Устина. Ну, здесь очень много моментов можно сделать. Но самое главное, вы поняли, да? Сейчас я пролистаю, да? Вы обязательно прочитаете вот его произведение «Мирские Илиады», потому что это классика. Классика вот как раз насколько лучше, как вам сказать, насколько он теоретически вообще пришел к этому, к такому заключению, хотя он жил в начале 20 века, писал и творил, но дело в том, что его трудами пользуются крупнейшие на сегодняшний день этнологи, религоведы. Вот, пожалуйста, научные работы. Будьте добры, несколько, хотя бы из 12 его работ, если вы хотя бы одну вы прочитаете, например, да, его труды, они есть. В электронном варианте они в более сокращенном варианте имеются, более в обширном. И когда вы прочитаете, вы просто для работы с родителями вы будете готовы. Потому что когда религиозная ситуация, это вам, если математика, скажу я, математики обидятся, если биологи, скажем, биологи обидятся, но тем не менее дело в том, что стоит за всеми этими предметами, как бы незначительными на первый взгляд. Вы вот эту часть, например, да, первые занятия, которые, собрания, которые будете проводить после того, как вы вернетесь с курсов повышения квалификации, вы можете сделать сакральное освящение, сакральное и профанное, и что говорит об этом предмете, и что это такое. Мирские Илиады, крупнейший этнограф, я сказала, этнолог нашего времени, 20 века. Видите, очень много таких моментов, но я бы просто вот священное и мирское 94-го года, священные тексты народов мира, словарь о религии, например, да, трактаты по истории религии. И вот этот электронный адрес, где вы можете познакомиться с его работой, «Мирские Илиады». Я, например, со студентами, когда мы разбираем вот древние верования, и вот вы же знаете, что человек, например, первобытные формы религии, вы же знаете сами, какие у нас? Ну-ка попробуем, порассуждаем, для того, чтобы
заинтересоваться смирчей Илиады, нам надо знать, какие первобытные формы религии вы знаете, которые живут и по сегодняшний день, живы. Жертвоприношение, да? А это значит, ну я бы назвала бы, не буду вас пугать, например, 2-3 формы первобытных форм религии. Они, например, это тотемизм, то есть обожествление тех или иных животных. А вот мне должны сказать, вот тотемы, например, монголоязычных народов, какое, например, монголов в частности, халха монголовская, тотем какой, почитаемые животные, зверь, волк, правильно. А тотемы, например, хоры, бурят, скажем, слышали, наверное, да? Вы же праздники проводите, например. Ну хорошо. А что такое, например, фетишизм? Фетиш. Вы понимаете? Фетишизм. А? Вот это предметы, которые обладают магическими такими свойствами. Вот эти вопросы как раз можно, я буду продолжение этих лекций я буду вам давать, конечно, материалы об этом, но тем не менее, вот теоретическую работу надо читать. Потому что один студент, например, писал очень так интересно о шаманизме, что только вот на территории Иркутской области есть шаманизм и так далее. Я говорю, ребята, архаичные верования, культы есть у народов Азии и Африки, вуду вы слышали, да? У народов так называемых, вот Мирча Илиады их называл примитивными народами. А на самом деле они есть. Еще в свое время Матвей Николаевич Хангалов, это крупнейший этнограф, бурят, уроженец Иркутской области, у него есть 3-томный труд, можете труды Матвея Николаевича, 2-томный труд, вы можете прочитать. И вот он в начале, я его дневники читала, в начале 20 века он пишет, ну, шаманизм и шаманы как таковой, наверное, уже дальше вообще отомрут, что они не будут востребованы в жизни. И только ленивые или, но он еще как-то так, почему дневник этот не опубликован, ну, вот эти фразы я-то в рукописи читал, а это говорит, ну, потому что это будет никчемный, наверное, ненужный человек. Он же был сам преподаватель, учитель, и поэтому член Русского географического общества, человек, который исследовал шаманские практики и культы. И в основном многие исследователи более позднего времени, я еще об этом скажу, как раз останавливались на его трудах и исследованиях. Но вы же знаете, что это же она не ушло. Язычество как таковое, например, так и осталось и процветает в 21 веке, в космическом, так сказать. И вот анимизм, тотемизм и фетишизм – это 3 формы первобытных религий, вот у Мирча Илиаде, например, они расписаны. У других авторов тоже есть. Но можете постараться, значит, посмотреть подход. Если вы начинаете вести основы религиозной культуры и даже и светской этики, что такое сакральное, что такое профанное, то есть обыденное и священное, вы должны уже для себя теоретически быть готовы. Вот на этом мы с вами первую часть завершаем. Вопросы, пожалуйста, уважаемые слушатели. Ну, вопросы задавайте. Вот сейчас вы должны задавать, не бойтесь задавать мне вопросы, потому что я когда подбирала для вас, просто я единственное не знала, кто вы. То есть вы ведете ли занятия эти или же только начинаете. Хорошо бывает, когда только начинаете с нуля, но в основном у вас с нуля. А сегодня у вас только 2-3 человека уже ввели, да? Поэтому с нуля, и вы даже не бойтесь, если сейчас вот в нашей лаборатории, так сказать, это же лаборатория, и поэтому я знаю, что очень много пособий, которые имеют такой формальный признак, они пособия, методички, они есть. А как рассказать ребенку 4 класса? Ему 9
сколько, 9 лет? 9-10 лет. Ну и вообще, и как рассказать, как себя вести с родителями. У нас просто сейчас вот родительское собрание нужно как бы грамотно подготовить общение вот именно с родителями, чтобы подвести к какому-то по выбору этого модуля. Да. Вы должны вести один по выбору, да? Да. Согласие. Да. Выбор родителей. Но а для того, чтобы вы должны быть сами, родителей надо же самих направлять. В основном, вот я почему знаю эту ситуацию, в принципе, да, когда в 2010 году приезжал академик Никандров, он приезжал сюда в ИГУ, вот директор нашего университета, специально, чтобы меня нашли для встречи с ним и обсуждения потом уже с нашими преподавателями. Он как раз рассказал, что вообще ситуация, 4 академика написали письмо на имя президента, чтобы основы религиозной культуры начали преподавать в среднеобразовательной школе. Потом же она была пилотным проектом в 19 регионах страны. Татарстан, например, выступал, что мы не будем разделять, например, детей по их религиозному выбору, а что у нас будет раздел. Была такая полемика. А на сегодняшний день и наши преподаватели, вот, учителя в школах, уже в наших средних школах, начали, я мониторинг Министерства образования смотрел, здесь у меня он так есть, 2-летней давности. В основном все боятся основы религиозных культур и светской этики. То есть берут мировые религии, ну, чтобы понемногу обо всем можно было рассказать, и берут светскую этику, боятся. Основы православной культуры, например, ну, 500 детей. Основы буддийской культуры тоже 500 детей выбрало, скажем так. Остальные 12 тысяч с чем-то – это основы светской этики. Я говорю, вы совсем вы думаете, потому что светскую этику, конечно, тоже нужно. Как себя вести в обществе, все это прекрасно. А у нас священная и сакральная, она пойдет, она впереди же она пойдет. И наша мирская повседневная профанная жизнь с вами, она так будет отставать. Или же будет все там смешиваться. То есть вот это 2 параллельные дороги, о чем я вот надеюсь, что убедила, что надо прочитать еще раз, вернуться, потому что такое храм? И храм, если он христианский храм, значит, а что такое храм буддийский? Это да сам. Что это? Язык символов. Что означает? И у вас тоже дальше, когда мы посмотрим, что ваши занятия вы будете тоже делить на 2 блока. То есть религия и культура как бы идет объемлющие, а затем идет вопрос о нравственности. Вот такое. Ну хорошо, давайте сделаем мы небольшой перерыв, минут на 10, и дальше